Уважаемые жители республики, добрый день, Бурлун. На этой неделе в рамках рабочей поездки я побывал в Ухте, где с большим удовольствием и радостью участвовал в открытии центра «Кванториум», как стационарного, так и мобильного. Технопарки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, помогают техническому развитию детей, молодежи, и у ребят есть уникальная возможность открыть в себе новые знания, новые навыки в IT-технологиях, изучать компьютерное управление, компьютерный дизайн, графику и многое другое. Радует, что такая возможность есть не только у наших столичных детей в Сыктывкаре, но вот сейчас такая возможность появилась в Ухте, а мобильный комплекс, о котором я сказал, он будет ездить по окрестностям Ухты. Это и Ярига, и поселок Водный, и Шудаяк, Нижний Одес, Сосногорск и Вуктыл. Дополнительное техническое образование в республике уделяется очень большое внимание. Уже у всех на слуху наш Сыктывкарский кванториум. С 2019 года в отдаленные центры, населенные пункты южных районов ездит также мобильный кванториум от нашего Сыктывкарского. И со следующего года мы начинаем открывать такие кванториумы и в муниципалитетах, в муниципальных школах. Вот как начало такого открытия именно в муниципальных школах вчера, 25 декабря, начал работу Центр цифрового IT-творчества IT-Куб в селе Выльгард Сыктывдинского района. Я там тоже побывал, посмотрел, пообщался с ребятами. Надо сказать, что ребятишки там разновозрастные, от 7 до 18 лет. Вот мы общались с ребятами, которые только первоклашки начинают познавать еще через самые, ну так скажем, примитивные, но уже достаточно непростые модели. Собирают модели, начинают изучать основы моделирования. Но там же вчера общался я и достаточно уже взрослым парнем, 11-классником, Константин, который специально пришел в IT-Куб для того, чтобы подготовиться именно к поступлению в Питерский университет по предмету программирования, получить сертификат. То есть это очень хорошо, что ребята имеют такую возможность, и самое главное, уже целеустремленные, знают, чем они будут заниматься. И о важности создания вот таких образовательных центров, технопарков, о необходимости выявления и поддержки талантливой молодежи на этой неделе сказал президент России Владимир Владимирович Путин на совместном заседании Государственного совета Российской Федерации и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. И вот на этом госсовете глава государства еще раз напомнил всем нам, губернаторам, о задаче по созданию в каждом регионе образовательного центра. Ну вот, по примеру, тоже всем известным центра «Сириус». На самом деле, вот этот центр «Сириус» в Сочи, это, конечно, уникальный образовательный центр. Там преподают ученые со всего мира, выдающиеся педагоги, спортсмены, тренеры, музыканты. И наши ребята из республики проходят серьезный отбор и также участвуют в обучении в этом центре. И надо сказать, что у нас в республике уже действует подобный центр. Вот президент еще только сказал всем губернаторам, а мы вот такой центр уже имеем. Именно региональный центр выявления и поддержки одаренных талантов. Ежегодно наш центр проводит различные профильные смены с детьми, причем дети со всей республики. И вот несмотря на такие непростые условия этого года, мы провели все-таки 12 смен, прошло там 834 одаренных ребенка, а на 2021 год мы запланировали уже 35 смен, которые пройдут и в очном, и в онлайн-формате, в заочном режиме. Но хочу сказать, что мы вот для Центра одаренных детей планово готовили новую площадку, и с января 2021 года Академия юных талантов начинает работать в четырехэтажном корпусе гимназии искусств при главе Республики Коми.
Там будет современная инфраструктура, новое высокотехнологичное оборудование, и ребята будут там заниматься именно в очном формате. Но я хочу сказать, что вот не только наши дети занимаются компьютерными технологиями, они раскрывают таланты в самых разных сферах. И ребята наши и танцуют, и поют, и рисуют, и занимаются в самых разных творческих кружках, туристических, краеведческих, спортивных секциях, и работают в школьных лесничествах. И я все-таки хочу сказать, что, на мой взгляд, и на взгляд высоких начальников из Министерства просвещения Российской Федерации, мы имеем очень хороший уровень занятости детей как раз всевозможными творческими объединениями, кружками. То есть у нас сегодня 3000 вот таких различных объединений, и в них занимается, ладно, там 3000, но самое главное, что в них реально занимается 99 тысяч наших ребятишек в возрасте, вот я уже говорил, от 5 до 18 лет. А на самом деле это высокий процент, это больше 70% от всех детей, которые у нас в республике есть. Но на самом деле мы на этом не останавливаемся, и я поставил задачу нашему Министерству просвещения и науки республики, чтобы этот процент, конечно, шел к 100. То есть каждый ребенок должен быть охвачен вот таким дополнительным образованием, дополнительным занятием по душе. В этом году, вот несмотря на пандемию, мы продолжали создавать для детишек дополнительные образовательные программы, и в уходящем году в 5 муниципалитетах, это Сыктывкар, Вуктыл, Печора, Кайгородский, Карткировский районах, создано 601 дополнительно новое место общеразвивающих программ по всем направлениям. Надо сказать, что мы в республике уделяем очень большое внимание и материально-технической базе вот таких образовательных учреждений. Для музыкальных школ закупаются музыкальные инструменты, для спортивных школ инвентарь и оборудование. И только федеральный проект «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография» позволил закупить инвентарь для 5 республиканских спортивных школ Олимпийского резерва более чем на 10 миллионов рублей. Кроме того, государственная поддержка оказывается организациями, которые готовят спортивный резерв для сборных команд Российской Федерации. На оснащение спортивным оборудованием таких школ в Печоре, в Ухте, в Воркуте, Сосногорске и Сыктывкаре было тоже выделено дополнительно 3 миллиона рублей вот для такого оснащения. В этом году, надо сказать, что несмотря на вот все наши жесткие ограничительные меры, в спортивных школах работа не прекращалась. И благодаря использованию современных технологий тренеры проводили тренировочные занятия с воспитанниками и на открытом воздухе, и в онлайн-режиме. Ну вот, несмотря на отсутствие соревнований, сейчас понятно, что соревнования все-таки ограничены, внутри республики наши спортсмены успешно показывают себя и проявляют свои возможности. За пределами региона завоевывают награды различного достоинства. Воспитанники спортивных школ республики всегда были на ведущих ролях в национальных командах. Ну и как пример вот такого выхода на самую высокую спортивную арену хочу привести пример нашей лыжницы Юлии Сергеевны Ступак из Сосногорска. Вы знаете, что она у нас двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года. В декабре этого года она снова подтвердила свой титул одной из сильнейших лыжниц мира, завоевала 2 серебряные медали на этапах Кубка мира в Давосе и в Дрездене. Ну и, конечно, я абсолютно уверен, что вот пример Юлии и таких же олимпийских чемпионов вдохновляет, конечно же, наших начинающих спортсменов республики. И здесь мы всячески этому будем способствовать и помогать. Уважаемые жители республики, вот такие предновогодние новости я с вами сегодня с души и с радостью им поделился.
Всего вам самого-самого доброго, берегите себя, до новых встреч.